Авашев Ахмад Башир имеет слово по ситуации, которая сейчас освобождение Евкурова и назначение Кариматова Мухаммад Али Макшариповича. Истолом. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مخوي играл ерсмет лада зуайхан волжолче глава выяж волсагу волбеш белхала чемел я должен дик амомечки имат хан дуасер ход дуасер дица давахан дез давахар ин хатвин волжолсак о маспеш пачавин хица волейбол ляца камел дедве. Уважаемые члены Совета Тайпу Ингушетии, наша республика и ее ингушский народ переживает нелегкий период своего развития. Произошла очередная смена власти. В соответствии с указами президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина освобожден от должности главы Республики Ингушетия Евкуров Юнусбек Маматгиревич и назначен временно исполняющий обязанности главы Республики Ингушетия Калиматов Махмуд Али Макшарипович. Несомненно, в этом есть наша с вами заслуга. Мы, представители большинства ингушских тайпов, выразили свою четкую позицию несогласия с проводимой руководителем субъекта Евкуровым Юнусбеком социально-экономической политикой, кульминацией которой явилась незаконная передача росчерком пера исконно ингушских земель Чеченской Республики вопреки воле народа. Сегодня федеральный центр пытается охарактеризовать период правления Евкурова Юнусбека Маматгиревича как некое благо, которым народ должен довольствоваться. На личной встрече Путина Владимира Владимировича с Евкуровым было сказано о профицитном бюджете республики, что стало наглядным доказательством того, что президент России введен в заблуждение о фактическом положении дел в Ингушетии. Мы с вами неоднократно рассматривали вопросы коррупции, в которой повязла команда Евкурова. Не раз обращались в прокуратуру, Следственный комитет с просьбой пресечь преступления, творимые с чувством полной безнаказанности. За последние десятилетия в рамках федеральных программ Юг России, социально-экономическое развитие Республики Ингушетия, ряда других целевых программ Республика Ингушетия получила многомиллиардные бюджетные средства для решения задач повышения жизненного уровня населения и снижения социальной напряженности. Однако эти средства в своем большинстве разворованы. Главой Республики Ингушетия Евкуровым Юнусбеком Маматгиревичем была создана беспрецедентная система хищения бюджетных средств. Уровень и размеры коррупции стали угрожающими жизнедеятельности субъекта. В рамках указанных федеральных программ с 2008 по 2018 годы были выделены и считаются освоенными 13,2 миллиарда рублей. Для создания 5047 рабочих мест фактически создано 644 или 12%. Из 23 построенных предприятий реально работает одно – завод «Полимер». Однако ему отдано долгосрочную аренду ООО «Технострой», зарегистрированному в Республике Татарстан, за символическую сумму 10 миллионов рублей в год. При проектной стоимости 330 миллионов рублей. Налоговые отчисления от его деятельности в бюджет республики не поступают. Другие объекты либо недостроены, либо не укомплектованы, либо представляют собой пустую коробку, как в случае с агропромышленным комплексом «Атлас», проектной стоимостью 521 миллион рублей. Многие объекты Евкуровым Юнусбеком контролировались лично, результаты плачевные. Строительство школы в сельском поселении Жайрах сдано без целого корпуса. Строительство 3 домов по федеральной программе переселения из ветхого жилья заявлено законченным, но эти дома еще на стадии строительства. Строительство швейной фабрики на 770 рабочих мест, торжественное открытие состоялось с участием федеральных министров. Недопоставлено оборудование на 120 миллионов рублей. Предприятие не работает. Отдельная криминальная тема реализации федеральной целевой программы переселения жителей оползневой зоны 2003-2018 годов до настоящего времени
Многие люди проживают в опасной для проживания зоне. Денег, выделенных федеральным центром, на их переселение не хватило. Но все родственники Евкурова, чиновники всех рангов, которые даже не знают, где расположена станица Вознесенская, получили жилье по фиктивным документам, по несуществующим адресам. Сотни семей официально отказались от получения нового жилья, так как оно не соответствовало нормам проживания для их семей. По площади непригодно для проживания из-за неудовлетворительного качества работ. Многие новые дома после приемки в течение года потрескались и стали более опасным для проживания, нежели их прежнее аварийное жилье. Аферой века можно назвать решение проблемы безработицы и их решение в крупных размерах денег территориального отделения фонда обязательного медицинского страхования. Более 70 тысяч человек, в том числе пенсионеры по линии правоохранительных органов, сами того не зная, были зачислены как работники сельскохозяйственных ГУПов и числились как минимум в течение 2016-2018 годов. Отчеты представлялись в Пенсионный фонд и Министерство по налоговым сборам. По данному факту возбуждены уголовные дела, но решений по ним нет до настоящего времени. Сам Евкуров Юнусбек в интервью на телевидении назвал это технической ошибкой. Именно поэтому в республике высокая скрытая безработица. При том, что Евкуров рапортовал Федеральному центру о решении проблем занятости населения. Возбуждены уголовные дела и по нескольким другим коррупционным фактам, которые, как и аферы с ГУПами, вскрыты и доведены до общественности и правоохранительных органов Советом Тайпов. Перечень экономических преступлений нескончаем. Получить подряд или выиграть тендер возможно только при откате субсидий на развитие малого бизнеса, выдаются по схеме 50/50. В медицинских учреждениях нет лекарств. Даже в экстренных случаях родственникам приходится покупать даже самые элементарные препараты. Из декларируемых как введенные более 6 тысяч рабочих мест, практически создано не более 500. Тысячи молодых людей не могут найти работу. В многочисленных нарушениях бюджетного кодекса хорошо осведомлен министр финансов России Силуанов. Только по одному эпизоду в соответствии с приказом Минфина номер 117, 118, 119 от 2.03.2018 года за несвоевременное возвращение средств федерального бюджета в 2018 году с республики взыскано более 3,5 миллиарда рублей. Коррупцией пронизаны все органы власти и ведомства. Вот такое экономическое наследие оставил после себя Юнусбек Евкуров. С созданием Республики Ингушетия воплотилась многовековая мечта ингушского народа о создании своей государственности. Текст Конституции Республики Ингушетия, принятый 27 февраля 1994 года, начинается с преамбулы: «Мы, многонациональный народ Республики Ингушетия, чтя память предков, завещавших нам идеалы добра, справедливости и любви к Отечеству, сознавая ответственность за исторические судьбы государственности Ингушетии, утверждая свободу, право и обязанности человека и гражданина, принимаем Конституцию Республики Ингушетия и провозглашаем ее основным законом. И мы, ингушский народ, были уверены в том, что в соответствии со статьей 4 Конституции вся власть в Республике Ингушетия принадлежит народу. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Никакая часть общества или отдельное лицо не вправе присвоить власть в республике. Однако Юнусбек Евкуров, создав систему управления, при которой роль парламента, правительства, правоохранительных органов, органов местного самоуправления сводится к выполнению его указаний, поставил под угрозу сохранение основного закона, нарушив клятву, данную при вступлении в должность главы, которая гласит: обязуюсь соблюдать и защищать Конституцию Республики Ингушетия, добросовестно исполнять возложенные на меня народом Ингушетии обязанности, уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, охранять безопасность и территориальную целостность Республики Ингушетии,
он отказался выполнять решение Конституционного суда Республики Ингушетия. В марте текущего года Евкуров решил лишить народ его гарантированной Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия права участвовать в принятии судьбоносных для ингушского народа решений путем проведения референдума, с чем также мы не можем согласиться. И снова люди вышли на санкционированный властями митинг, где открыто высказали свое недовольство проводимой Евкуровым политикой, выразили негодование и несогласие с коррупционной системой правления, которая ведет республику в пропасть. Мы говорили от лица наших тейпов, фамилий, которые нас в этом уполномочили, и намерены добиваться справедливости в рамках правового поля. Но Евкуров не был готов к диалогу, используя административный ресурс. Он устроил гонения за лидерами протеста, простыми участниками митингов. Порядка 3 десятков людей сегодня находятся в заключении без предъявления доказательства вины и инкриминируемых им преступлениях. Сначала они все были привлечены к административной ответственности, которая удивительным образом превратилась в уголовную. Многими международными правозащитными организациями часть заключенных признана политзаключенными. Негативные итоги правления Евкурова подтверждаются официальными статистическими данными и социологическими исследованиями. Ингушетия занимает одно из последних мест по социально-экономическому развитию среди регионов России. В Ингушетии проживают самые бедные люди России. В Ингушетии самый высокий уровень безработицы. Рейтинг главы Республики Ингушетия Евкурова Юнусбека был одним из самых низких среди глав субъектов. Причиной решения о сложении полномочий главы Республики Ингушетия Евкуров Юнусбек Баматкереевич назвал разобщенность общества, тем самым признав о потере авторитета среди ингушского народа. Говорят, горький опыт учит. Нас он многому научил. Мы убедились в том, только избранный путем прямого голосования руководитель субъекта ответственен перед избравшим его народом. Только избранными по территориальной принадлежности, а не списком депутаты отчитываются перед своими избирателями. И избиратели имеют возможность отозвать депутата парламента, который не прислушивается к чаяниям народа. Поэтому Совет Тейпов считает необходимым пересмотреть систему выборов главы и депутатов парламента Народного собрания Ингушетии. Мы будем добиваться восстановления своего права выбора, гарантированного Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Ингушетия. Сегодня исполняющим обязанности главы Республики Ингушетия является Калиматов Мухаммед Али Максарипович. В принципе, мы поддерживаем решение Владимира Владимировича Путина, потому что Калиматов Мухаммед Али Максарипович человек, посвятивший себя защите законности и многие годы проработавший прокурором, в том числе и в нашей республике. Именно защита законных прав и свобод граждан республики является первостепенной задачей. Поэтому считаем целесообразным обратиться к исполняющему обязанности главы Республики Ингушетия Калиматову Мухаммеду Али Максариповичу с просьбой ходатайствовать о прекращении уголовных дел в отношении лидеров протестов ингушского народа Ужахова, Малцева, Мусаевича, Барахоева, Ахмеда Чемурзиева, Бараха Мальсагова, Нальгиева и всех остальных заключенных по причине их участия в митингах. Ходатайствовать об отмене постановления об объявлении федеральный розыск по Горову Ахмеда Сараждиновича, председателя ИХНЕ. Ходатайствовать о проведении объективного расследования начатых уголовных дел по экономическим преступлениям, совершенным в период правления Евкурова. Взять под личный контроль рассмотрение экономических преступлений, не попавших в поле зрения правоохранительных и следственных органов из числа озвученных Советом Тейпов. Мы, представители ингушских тейпов, осознаем свою ответственность за нашу государственность, сохранение республики, обеспечение ее территориальной целостности и намерены добиваться своих прав всеми доступными методами во имя нашего будущего. Да поможет нам Всевышний Аллах. Анзвеня Аллах Дарас. Ерси, кому духа дирана Аллайта, убелга поддержать дервень. Ерсиш поддержать дервень. Так, дохкул бирцар
Anzal Fred Tabat, Yandatsır ve Kasım Ahmet Kağıt Tabat. Ve davaktır o bar işlere, bu kolososlar yani sık yetişti ona. Dört ve asak mutsu akşam ev yapılır. Davaları sındalı yatar nahbahır. Mesela röğür, parti niye çekti olur. Bizim diyor svet dairayı halı yaptır, malı kolak var. Hanak bu, malı kulak var. Manak bu ya hazbiyim. Hanıp tavuk partinin nahben şan partinin niye çekti şu bahar. Çıkvağa torul yerliğin sıra yok partiye davet kaçıyor şifre de soruyor, ağırıyor. Logo tünaşıyor, emdiriyor. Ve hanak tendiriyor. Fıdık ya. Tavuk parti var, devam mı عندنا يا سبارتي ميالريها سنة دايما عن إذن دقيقة وهاور حقوا يا غدر دش صوص صدر شو بقول خرس وقال مدى قال مية حق ناقص برد خل قال ترلي قال الله يكمل مبيع قال صدق قال نزوج دش يا غدر همسار فدي تيجي بزن ده والله ديز مبسوط شان مش تبخاتون شايف صوص كرلو تصريح بموات فوس غادرة صار ده صقص الله صدر له اسمه آخر ياسو مواسو هنا إيش ده يجي بيعملش عم صاحب دوس خد مدير صار في آخر شيء ده بيعتمد على أصحاب الوقت متى وده أصلا شجر يلا وسمعت كده بس يا الله صدق عن عدي الله شيء ديزل فؤاد عصو فحيل من بعصر فؤاد بعصر عشان يحسن عشان يكسر ناخر صودي عند عود جوسو سم رياض واشواتسن مفتي حلبولر مولر تركش حماداش Türküş hamalardan bu arasın şey oz ne haklıdır hamalar veriyorsan. Şimdi ulu baş nahatın beyaz boş nahatın 47 anıza diye kıydı bol nasıl gizdat yesiniz bol şey liyormuşlar. Sen de hori tun dizit sertan kuant atun kaşni dok da das mürid da das dizit tun alsa duş bela dişe nak bu asu yedi bu sırtındardı. Kalna mutsu diyen kalna müşkular. Toğatsu kalna adet مخبئة ما عرضها دولش طيليش عديات بوشكات بعد دول ماشكاش تهدم نعم بيرج مش عديات صور ده بيرج دانقل بيركا ديش دخل دعدين اس بوشكات بعد ماشكاش تهدم ده يدخل دايلين باش تصدح شي غلا يده تكون احكي تطاش غلا يده بصل نهد ديلا دكتيش رحيمه يمال باش دولنا غالي وخذها سبتش دولنا بعد بيديشا ارتي كنا تعكسك حق الرواء ومشكل ديهم صدح شي ديال رياس اوشان ديك خاحي قروي صدق شيء وين تهي تزديخر اعترف ده وين دعين جوب دولر همسا حتى يمشو الدرس زي مول الشكلات وزلقبول ده بات سويتي سؤال وين هم دات سيدم ارسش عبول باش نحكيت سن بول باب بيوصح ندع وين بيدن ولش ادمر ديون ديال اخيرش ولش بصل ناس دي هنا ايه نيجي تسنه دولش السنه ولش حد ينولي الله بول بيغ بوبسن صاحب وين حورم يا غالي بجري شو دعوة قاسم نيا حق دتدتا هذا توب ده حق يرجع حلوة نوقف برهن وزري برهن خلط قدر سوي وش بعد أقوى ده هم داكس هاد بين غاس كشوال بس قد الندير يعني هاد بين سلمو أقوى صحام در دب مداخل بيدك أخي ستيش خبير اللي يسمون فوق دليل سو كودني ولجنا سيفون ناس كودني سرقة خنش سو تيش بوسنا سر خرسم سين بوش دم داش بوسنا يلا نور يحيولش الله يكمل يحيى السد مو شو عشان دائم يا ولد استمع ليش 11 يلا نروي ديك بوخم بيخص والله ده ولي سودان تحكي ترخليه ده كم صديقك نويس ده ده والله صديقه اللي بيسا بقدر دي شبي شو صار ما يدي هذا انا شو صار هم سؤال يعني ده في ابدا شو رياض دوش دوهم طبعا اذا وقمن صحيحته يقم توالي يعني حاجه طبعا لو بس نجي ناخد كلام بقى ما دي ديتي بس نقول يا كان هو سيخد ده دول سيدنا ده سقال حل ده بقى شربات يشابوخ سقال لا تابو شربات يشابوخ اس بيزنس ولي حاجه بقى قوي الشورت كياتش دولش ده الشي بوخ سو ده بيت سمنو قصدي ده الله بوخ ده بوخ بي صار ده برصع بوخ بي تخيل من ده مخطا بوخ بي خطا بوخ بي صاحب بخازات ده فوق لي تغنش دينا عن وقما دوغلاش يقم ديش اربع بول سغا الله وديك اسبيخ بوبشي تيهم بيقول مش ربع بول ربع تعور كينخ تبغى يقلعته خلقي ترد صغري سيعة صدقي سيقلعته بول كينخ ديهم بول ربع ده وخلاص ده غرتيشه بول حدث كيش نخا عشان يدو خوشاشي ده 23 ده اللي ده والله ما تديه المهم
Циндан, який находили, а цукалимат он Аллах дарсу, охотен цара. Делла бокол падин дукаяцер. А тогда диш не должен, дикамдар ходили, я харца беззаконницу, вот я еда елжил, я беззаконный. Молил я аштуатер. На ваша целатицы, ацидагит хабя бог бокаишна. Эшкаина я сделал должен, эшкаина бар цардаяш нахдаба харцир. Сюда через Аллах Визерсон, я сбах ударом. То хабяш ничемке, то дела хантех улух удар. Дал Бог, дал Бог, Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.